Вопросы, поступившие на программу «Диалог с народом», обсуждались на совещании в Магасе. Встреча прошла под руководством главы Ингушетии. По вопросу софинансирования программы по предоставлению жилья молодым семьям Юнусбек Евкуров отметил, что это большое подспорье для молодежи. Он поручил разработать молодежную программу и соответствующую документацию. Этот проект, по мнению руководителя субъекта, заинтересует многих инвесторов. Евкуров дал Кабинету министров месяц на изучение проекта совместно с муниципалитетами и поручил подготовить соответствующие предложения. По итогам программы «Диалог с народом» 472 вопроса. Из них 443 обращения распределены для рассмотрения по исполнительным органам государственной власти, местного самоуправления республики и иным организациям. Покажите, сколько у нас молодежи, что это основной там такой помощь, подспорье для программ дотационных регионов. И как нам с этой ситуацией справиться? Вот эти там протокол запишите, буквально завтра мне к концу дня мне эти письма представьте. Понятно? Есть. Ну а для вас, для самих задача такая, тоже протокол несите это все. Был я сейчас в Самаре, посмотрел, там, посмотрите, я там задачу поставил, в том числе Калиматову Махмудову, Росприводнадзор, который самарский. Ну, вице-премьер там и подрядчик, который строит, тоже там готовы они поделиться проектами. Хорошие проекты, трехэтажные дома. А там, конечно, это проект там у них там порядка 30 тысяч квадратных метров, даже стройвариант. Но мы можем такие дома ставить. Они могут быть такие из более экономных материалов, ну, прочные дома. Мы могли бы такую программу молодежную придумать. Есть микрорайоны, где мы должны строить там и в Сунже, и в Малгобеке, и в Карабулаке, и в Назране, и в Магасе. Ну, кроме Магаса. Эконом-жилье для молодежи. Чисто для, вот назвать его там молодежная программа. И вот то наше софинансирование, которое есть, мы могли бы его вложить в виде... И здесь тоже в письме можно было бы указать, там, наше софинансирование не 5%, а бесплатное представление там, земли, там, и так далее, и в итоге там, посмотреть, сколько у нас софинансирование получается. Не деньгами, а даже такими. И здесь, если мы с инвестором договоримся, то есть инвестор строит 2 дома. Один дом строит для себя, инвестиционно, чтобы он заработал, а второй дом стоит там... У нас сейчас по молодежной программе 70% софинансировано, так, у молодых семей. А мы здесь могли бы сделать, там, построить вот эти дома, и так, только там надо строго там очень соблюсти этот порядок, 50%. А 50% строить за свой счет этот подрядчик, инвестор, которому мы вот эту разницу даем не деньгами, а участком земли там, или там возможностью, где он может реализовать и заработать деньги. Изучим опыт Самары. Там изучите этот опыт, посмотрите, и я вам там месяц срок даю, где могли бы уже начать эти пилотные проекты. Здесь уже главам администрации надо в виде поручения направить бумагу и до месяца, там, в течение месяца изучить, инвесторов подыскать, площадки подыскать, посмотреть. Например, в Сунже там видно, там известно, где эти площадки. В других местах, где эти площадки, где можно дома ставить.